Никогда не думай, что ты проиграл соревнования, если у тебя осталось последнее упражнение. Эта фраза принадлежит советской гимнастке, 9-кратной чемпионке мира Ларисе Латыниной. С вами программа «Спортивная среда». Смотрите сегодня в выпуске. В выходные в Островград-Свияжске прошел семейный фестиваль «Свияга Фест», участие в котором приняли более 2000 человек. В сезоне 23-24 баскетбольный клуб «Уникс» завоевал серебряные медали единой лиги ВТБ. Вспомним, как сложился турнир для бело-зеленых. 9 июля свой день рождения отмечал идейный вдохновитель нашей программы Марат Мансурович Бариев. Он внес неоценимый вклад в спортивную жизнь нашей республики. С 4 по 7 июля в Казани на озере Кабан прошли соревнования по академической гребле. Наш оборудованный центр готов принять всех спортсменов благодаря собственному гостиничному комплексу. В Казани происходит очень много спортивных событий. Об одном из них расскажет наш корреспондент. В самые жаркие дни лета в Свияжске прошел спортивный фестиваль. Участники соревновались в дисциплинах свимран, это некая альтернатива триатлону, но без велогонки, айсланд-ран и в самом главном заплывы на 3,5 и 1,5 километра и 750 метров. А вода была как парное молоко, выше 25 градусов. Вчера была погода шикарная, жара. Сегодня градусы немножко опустились и была сильная волна. Вы не представляете, какая это была борьба с волной на протяжении первой половины пути. Но мы все справились, мы молодцы. Обратно было плыть намного легче. Старт очень классный. Я вообще призываю всех участвовать в этих стартах, потому что это очень заряжает, мотивирует. Это здоровый образ жизни, это кайф. Главная особенность заплыва в этом году – маршрут. Участники плыли не только в одну сторону, как это было раньше. Они доплывали до буйков и разворачивались обратно, так как старт и финиш находились в одной точке. Судья, главный, объясняет, как нужно проплыть, какой буй нужно оплыть, и мы всегда их направляем. Потому что, когда человек плывет, он на самом деле реально становится в таком помутнении немножко, и можно не сообразить, в какой момент повернуть. И поэтому судьи плавно их направляют. Волны на воде стали главной трудностью, мешавшей пловцам. Это отметил даже победитель в дистанции на 1,5 километра Роман Евграфов. Хотя непогода не помешала ему преодолеть маршрут всего за 21 минуту 59 секунд. В этот раз условия были одни из жесточайших, на мой взгляд, потому что волна идет хаотично, не знаешь, с какой стороны она в следующий раз ударит, и приходилось вовремя брать воздух, успевать брать воздух и ловить момент, и при этом, чтобы и техника не ломалась, и более силовое плавание сегодня было, не как в бассейне. Круг интересней всегда, потому что в одном месте стартанул, в другом сфинишировал. Но здесь своя изюминка, потому что, опять же, из-за сегодняшней волны ты разворачиваешься, и уже эти волны у тебя... Они тебе иногда на руку играют, а иногда против. Однако волны на открытой воде не стали препятствием для 17-летней Назили Зигангировой. Девушка сделала, что называется, хет-трик, забрав себе первые места на всех 3 дистанциях. В прошлые годы другая трасса была, намного легче получается, в одну сторону. А тут ты вроде в одну сторону будешь легко, в другую очень сложно. Так, волны мешают, но нормально, сбивает иногда. География участников, как всегда, уходит далеко за пределы Татарстана. Пловцы приехали даже из Казахстана, что уж говорить о соседних регионах. Объединяет всех спортсменов одно – их цели и желание дальше достигать больших успехов. У меня отец говорит, я хочу плавать пойти, я такой, давай вместе сходим. Вот мы пошли, я говорю, давай цель поставим. Поставили цель Босфор. И вот решили заниматься, и вот так оказались здесь. Хотелось бы увидеть новые локации, то есть поехать куда-то подальше, Калининград, возможно, Сельер, Тургаяк, может быть, получится поучаствовать где-то за границей, ну и, конечно, улучшать личные результаты. Менсана инкорпоро сана – крылатое выражение, которое с латыни переводится как «в здоровом теле здоровый дух». Ведь не обязательно быть олимпийским чемпионом, чтобы радоваться своим победам и гордиться ими. Алсу Шамсудинова, Александр Вольнов, «Спортивная среда». Сегодня у нас в гостях помощник президента баскетбольного клуба «Уникс» по молодежному проекту Станислав Георгиевич Еремин, а также форвард «Уникса» Александр Студенков. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с того, что Уникс в этом сезоне шел защищать титул. Напомним болельщику Уникса, что в прошлом сезоне Уникс стал обладателем Кубка Лиги ВТБ. Защищать всегда вдвойне сложнее. Но начнем с первой половины сезона. Уникс стал победителем, скажем так, регулярки, с чем мы вас поздравляем. Это большое достижение. А что дает победа в регулярке перед стартом плей-офф? С одной стороны, это не окончание чемпионата, а как промежуточный финиш. С другой стороны, победа в регулярном чемпионате, она позволяет получить перед играми плей-офф, когда матчи на вылет, получить преимущество своего поля. Для некоторых команд, для некоторых игроков это не очень важно, но иногда поддержка зрителей, иногда своя площадка, она бывает достаточно решающим фактором. Я скажу, что Уникс не первый раз заканчивал на первом месте чемпионаты, но это тогда была профессиональная баскетбольная лига, а вот в лиге ВТБ Уникс впервые закончил регулярный чемпионат на первом месте. Александр, это для вас был такой первый большой финал в карьере, насколько мне известно, правильно? Да, так и есть. Расскажите ваши мысли, ваши ощущения по этому поводу. Я могу сказать, что это было непередаваемо. Я был очень рад оказаться, во-первых, в этой команде с этими ребятами, тренерским составом. И, в принципе, каждую игру я вот выходил, и у меня шли мурашки под кожей, я кайфовал просто от той атмосферы, как нас поддерживали болельщики, как они нас гнали вперед. Давайте поговорим про плей-офф. Это самая захватывающая часть, наверное, сезона. Первый раунд Самара 3-0 в серии прошли уверенно. Дальше был Локомотив Кубань, выдающаяся серия, которая состояла из 7 игр. Команда вышла в финал, но потеряла ключевого игрока Самуэла Баку. Как вы думаете, как это все могло повлиять на исход? Ну, естественно, Исмаэля нам очень сильно не хватало. Это один из ключевых игроков у нас в команде. Вот, но в серии с Локомотивом мы отдали очень много сил. Серия состояла из 7 игр. Вот, каждая игра была необычайно захватывающая для зрителя, для болельщиков. И мы вышли победителями, но это забрало много энергии, у кого-то здоровья. Первый матч финала повлиял на весь дальнейший исход. Что касается самой серии, да, Самару мы прошли легко. Что касается Локомотива, то Локомотив постепенно становится принципиальным соперником нашим, где нам приходится доказывать буквально в последние секунды, что мы сильнее их. Были жесткие очень игры, где разрешалась такая мужская жесткая борьба на грани фола. И, к сожалению, не все знают, что тот же Грин у нас получил травму в одном из матчей, и он играл на уколах. Не все ребята были здоровы. Действительно, первый матч ЦСКА, мне кажется, был ключевым во всей серии. Потому что мы вырвали победу. Тяжелая была игра, но мы вырвали эту победу на последних секундах. И практически она у нас была в руках. Какие у вас были эмоции после матча? Какого именно? Ну, давайте поговорим про последний. Ну, у меня, как и у всех, было расстройство. Вот, то, что не получилось сделать задуманное. Вот, и как-то день-два даже это продолжалось. Вот, и матч там пересматривал я и смотрел, что же можно было сделать лучше, как можно было, может, по-иному сыграть. Но это спорт, что это отдать должное ЦСКА, что они себя хорошо показали. Но иногда, знаете, иногда можно сделать один шаг назад, чтобы потом сделать 2 шага вперед. Я думаю, в следующем сезоне у них всех удивит и заберет трофей Лиги ВТБ. Уникс закончил свой сезон уже около месяца назад, но нельзя не вспомнить о последних громких достижениях клуба. Сезон 2022-23 принес немало радости для болельщиков бело-зеленых, так как Уникс стал победителем плей-офф впервые в своей истории. Ведь в числе Кубков России, Еврокубка и Лиги Европы ФИБА не хватало именно этого трофея. И априори по окончанию нынешнего сезона хотелось подкрепить данный успех, с чем, к сожалению,
сожалению, сложились проблемы в виде серебряных медалей финала. Всегда нелегко начинать первый матч в плей-офф, поскольку на нас, как на команду победителя регулярного чемпионата, возложены определенные ожидания, надежды. Отличная победа. Мы весь сезон думали о том, что мы хотим оказаться на первом месте. У нас это получилось. Сегодня мы шикарно сыграли и в атаке, и в нападении. Особенно подбор на чужом кольце. И это стало ключевым моментом для нашей победы. Во-первых, Уникс по исходу второго этапа регулярки занял первое место в группе А, опередив Зенит по показателям заброшенных и пропущенных мячей. В прошлом же сезоне было второе. Статистически команда выглядела на ступеньку выше. Но так ли это? По ходу основной части чемпионата у Уникса было 6 поражений в 26 матчах. Периодически выпадали лидеры из-за травм, в том числе наличие обессиленного Ненада Дмитриевича. Мешали победоносным планам бело-зеленых. Да, он тянул планку лидера регулярного чемпионата, за что получил награду как самому ценному игроку регулярного сезона. Но в плей-офф начались вопросы еще на стадии полуфинала, когда от матча к матчу победитель был неясен до последнего. Уникс имел опыт победы над Локомотивом из Кубани в борьбе за золото в прошлом году. В полуфинале красно-зеленые уступили лишь в одну игру. Упорнейшая борьба на каждом сантиметре площадки и прямиком сразу в финал. Да и соперник соответствующий – ЦСКА. На мой взгляд, обе команды этой пары с такими и с опытом, и с нововведениями, и с новыми игроками, которые усилили. Мое ощущение вот персональное, что у обоих клубов 12 качественных баскетболистов, что с одной стороны, что с другой. Впервые за очень долгое время ЦСКА подходил к сезону 2023-2024 не в статусе главного фаворита единой лиги. Но не стоит забывать, что этот клуб носит громкое имя с традициями и большим опытом международных побед. Летом армейцы пережили потрясение, которое было ожидаемо. Команду покинули два альфа-лидера – Алексей Швед и Никола Милутонов. Помимо них также ушли Деян Давидовац, Даллас Мур, Девонте Кейкок и Артем Камалов. Но это не испортило планов провести настоящую классику российского баскетбола – ЦСКА Уникс, где сильнее, на удивление, стали армейцы 4-1. Немаловажным фактором чемпионства ЦСКА стал и Мело Тримбл. Американец перебрался в ЦСКА из чемпионата Китая и до травмы Каспера Уэйра выходил со скамейки запасных. Он прекрасно проявил себя в качестве запасного и взял награду лучшего шестого игрока сезона. А мы, как верные болельщики клуба, будем ждать от Уникса ошеломительного успеха в последующих сезонах. Ведь вкус золота сладок только тогда, когда во имя его завоевания были брошены все силы. После того, как надели медали серебряные, практически вся команда сразу их сняла. Это какой-то традиционный жест, или это от обиды, или как это, почему так происходит? Ну, это эмоции. Я думаю, что расстроены были не только руководство клуба, наверное, тренеры, игроки, наверное, в первую очередь были расстроены, потому что спортсмен, который выходит на площадку, особенно такого уровня, он нацелен на победу. Мне кажется, что главная победа Уникса в этом сезоне, во-первых, что мы доказали, что наша победа в прошлом году была не случайная, она была закономерная. Мы на протяжении всего сезона доказывали, что мы лучшая команда. Но я скажу, что больше всего расстроились, и, наверное, это тоже достижение. Это все-таки президент, наверное, главный тренер, хотя понимали, что результат очень хороший. И это тоже достижение Уникса. Уникс поднял так высоко планку, что даже второе место не вызывает такой большой радости. Хотела даже вас перебить, сказать, что второе место – это на самом деле очень круто и очень здорово. Просто наша планка мы уже были победителями, мы уже были чемпионами, мы хотим это повторить. И еще хотелось бы поговорить о нашей молодежи. Наверняка у нас есть уже какие-то имена, о которых можем поговорить, какое-то развитие. Я скажу, что достижением, наверное, того, что в этом году было, мы полностью повернулись все-таки к нашему татарскому баскетболу, к нашим ребятам. Очень много воспитанников, понимая, что нам трудно оказать сейчас сопротивление
соизмеряя нужные года, мы взяли ребят, которые моложе на год, на 2, а некоторые на 3 года моложе. Это ребята, представители нашей школы из Казани, которые воспитанники наших татарских тренеров, которые отлично работают. И мы надеемся, что в ближайшее время вот эти ребята, они дадут свою энергетику, и у нас будут представители не только в Униксе-2 и в Дюбле, но и в основной команде представители Татарстана, потому что я знаю, что это желание многих, и мы делаем для этого все. Сезон закончился. Что нас ждет в следующем сезоне? Может быть, какие-то перестановки по игрокам? Раскройте нам все секреты. Вот Александр уже, я спросил, как отдыхаете? Он говорит, а я тренировался уже, я начал подготовку к следующему сезону. Уже? Да, но все ждут сейчас межсезонье. Дело в том, что у кого-то контракты были длинные, у кого-то короткие, у кого-то закончился контракт. Кто-то, может, выберет какое-то другое предложение другого клуба, поэтому сейчас такая страда очень важная, прежде всего для руководства клуба, потому что важно не ошибиться, важно выбрать тех игроков, таких же игроков, как мы выбирали на протяжении последних лет, которые отстаивали честь Уникса очень достойно на площадке. Мы вас еще раз поздравляем с этим большим достижением, с этой большой победой. И желаем вам, чтобы вы всегда были в боевом настроении. Мы в вас верим. Мы ждем от вас новых побед. Удачи вам в следующем сезоне. И еще раз вам огромное спасибо, что нашли время. Вчера свой 63-й день рождения отмечал председатель Олимпийского совета Республики Татарстан Марат Мансурович Бариев. За свой многолетний труд во благо спорта в нашей республике ему благодарны многие спортсмены, как действующие, так и те, кто уже закончил свою карьеру. Марат Мансурович выстраивал всю систему спорта в республике десятки лет. В том числе благодаря его труду как Казань, так и весь Татарстан является самым спортивным регионом России. Начал работать депутатом Госдумы, там же со всех регионов России 15 лет назад. А в чем секрет? Вот Татарстан тут развивается, там развивается. Как это достигается? Я говорю, вот вы в субботу что делаете? Кто на дачу, кто на рыбалку, кто это? Я говорю, а татарстанцы работают. Я говорю, а в воскресенье что делаете? В воскресенье святое, отдыхаем, готовимся к новой неделе. Я говорю, а мы с 7 утра все во главе с Рустамом Нургалиевичем объезжаем спортивно, мы тогда к универсиаде готовились, объезжаем стройки, а потом подводим итоги этого объезда. Я говорю, вот, наверное, в этом секрет. А когда, говорит, вы отдыхаете? Я говорю, еще время не пришло. Без преувеличения, самым масштабным проектом нужно считать Всемирную универсиаду 2013 года в Казани. После нее о столице республики заговорили не только в пределах страны, но и во всем мире. Жизнь до и после универсиады можно поделить на две разных реальности. Десятки новых спортивных объектов, каждый из которых по сей день служит подрастающему поколению. Инфраструктура в городе вышла на совершенно другой уровень. Город стал намного комфортней, как для коренных жителей, так и для туристов. Марат Мансурович в то золотое время для Татарстана руководил этим грандиозным проектом. 27-ю Всемирную летнюю универсиаду объявляю открытой. В этом году исполняется 11 лет, как мы ее провели, а как начали готовить уже, наверное, лет 15. Вот, и, конечно, это огромное наследие, и, в общем, такой был форсаж. Вот, и самое главное, та команда единомышленников, людей, мы вместе, мы работаем, там, меняем где-то какие-то статусы, свои должности, но, так скажем, идеи и мысли, они, как мы тогда для себя проговорили, значит, сложили концепцию, вот, мы идем только вперед. С 2005 по 2010 год Марат Мансурович был министром по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана. Также вице-президентом Всероссийской Федерации легкой атлетики. Помимо всех общественно-политических дел, и сейчас находит место спорту. Получаешь удовольствие, тем более бежать такой компании. Мы бежали большой компанией, вот, сторонников партии «Единая Россия» и с героем России Расимом Баксиковым.
Вот. Было приятно, но я даже не заметил, как... Я еще спросил, что дистанцию сократили, что ли, в отличие от других лет. Легче бежалось. Видимо, с возрастом, с годами, чем больше опыта, тем легче бежать. Члены Олимпийского совета, постоянно посетители нашего училища Олимпийского резерва во главе Бариева Марата Мансуровича. Вот буквально он недавно посетил наше училище, общался с детьми, говорил о спорте России, о дальнейшей ее судьбе. Очень внимательно слушали, вот даже мне очень было приятно. В 2001 году Марат Мансурович покорил одну из вершин высочайшей в России горы Эльбрус. Неудивительно, что всю свою карьеру он никогда не останавливается на достигнутом, постоянно ищет возможности сделать все на максимум. Программа «Спортивная среда» желает вам никогда не терять все эти качества и благодарить за то, какой сейчас является наш Татарстан. Сильный и спортивный. Счастья вам, здоровья и долголетия! Продолжаем говорить о спортивных событиях Республики Татарстан. На одном из них побывала наша творческая группа. Плюс 35 на термометре. На прошедшей неделе в Казани была аномальная жара. Казалось, что игнорировать ее было невозможно. Но участники Кубка России по академической гребле с ней отлично справились. Душно, да, но лучше тепло, чем холодно. Лучше потеть, чем замерзать, да? Все-таки нам привычно в тепло гоняться. Тем более ветер попутный, все прекрасно. Гребцы всегда привычны к любым погодным условиям, потому что наш вид спорта на открытом воздухе. Жара, конечно, сложно всеми переносится, но тем не менее это не самые сложные условия. Бывает гораздо хуже. Бывает и ветер, бывает и снег. В межсезонье, например, весной и осенью. Центр гребных видов спорта совсем недавно принимал игры стран БРИКС. Построен он к летней универсиаде 2013 года. Соответствует всем международным стандартам. Помимо гребных бассейнов, основной дистанции в 2 километра и трибун, здесь расположен гостиничный комплекс на 200 человек. Для местных спортсменов вся эта территория отлично знакома, так как является тренировочной базой. Как говорят, стены помогают. Мне очень нравится гребной канал в Казани, так как я считаю его самым честным каналом в России. Вот. И тут если дует, то дует всем. Тут нет преимущества какой-то воды. Вот, так что мне привычно здесь выступать. Данный Кубок России – это больше контрольно-тренировочные испытания к последующему чемпионату страны. Но и здесь нужно выкладываться по полной. Тем более с такой солидной конкуренцией. 248 спортсменов из 18 регионов. Соревнованиями я полностью доволен своим выступлением. Посмотреть, на что ты готов на данный момент, что нужно доработать. И просто вспомнить, как проходить дистанцию. В итоговой таблице командного зачета в первой тройке оказалась Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Следом за ними на 4-м месте Московская область. Пятерку замкнул Татарстан. Шляпцева Вероника, Василидзе Екатерина, Малинова Мария. Этот вид спорта благородный, на воде. Человек работает в лодке веслами, у него напрягаются практически все мышцы. Развивает человека гармонично. Каждому спортсмену, я думаю, нравится больше выступать на соревнованиях, но без тренировок никуда. Если не будешь тренироваться, не будешь выигрывать. Заплывы проходили как среди мужчин и женщин, так и среди парных гребцов, а также мастеров гребного спорта, то есть ветеранов. Амир Сабиров, «Спортивная среда». Спортивные события республики и прошедших 7 дней уже в истории. Занимайтесь спортом и смотрите нас на следующей неделе. С вами была Наиля Сафединова. Всем пока!